Глава государства, приветствуя гостей, подчеркнул важность сотрудничества Абхазии с российскими регионами. Аслан Бжания выразил надежду, что взаимоотношения Абхазии и Санкт-Петербурга приведут к большому количеству полезных дел, как для граждан республики, так и для жителей северной столицы. Добро пожаловать в Абхазию. Мы давно ждали этой встречи. Летом я успел дважды побывать в Питере. И тот прием, который был вами оказан абхазской делегации, то радушие, которое вами было проявлено, нас, конечно, тронуло до глубины души. Я очень рад вас приветствовать, сделать обед. Надеюсь на то, что наши отношения выльются в большое количество добрых и полезных дел, как для граждан Абхазии, так и для прекрасных, потрясающих, душевных жителей Петербурга. Добро пожаловать! Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поблагодарил Аслана Бжания за теплый радушный прием, отметив, что впервые приезжает в Абхазию. Он передал главе государства слова благодарности от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которого президент Абхазии одним из первых поздравил с недавним переизбранием на должность. Я впервые вообще в своей жизни пересек границу России и Абхазии. И приятно поражен людьми, которые здесь проживают, которые нас встречают, гостеприимством, которым славится республика многие годы. И, конечно, крайне важно в наших отношениях развивать и не только на основе межчеловеческих связей, развивать и сотрудничество между предприятиями для того, чтобы росли инвестиции и в Абхазии, и в Санкт-Петербурге. Во встрече также приняли участие представители бизнес-сообщества, прибывшие в составе делегации. Они поделились с главой государства и членами правительства Абхазии идеями сотрудничества с республикой. К примеру, бизнесмены, занятые в сфере производства премиального оборудования, приборов учета или же гостиничного бизнеса, готовы к всестороннему взаимодействию. У нас есть возможность производить лазерную резку, гибку, лазерную сварку, дорогое высокотехнологичное оборудование. Нам было бы интересно найти партнера здесь, который мог бы собирать потребности от строителей, от дизайнеров по созданию предметов интерьера, экстерьера, там, где используется нержавеющая сталь, оборудование высокотехнологичного, и, соответственно, организовывать это производство в Санкт-Петербурге, доставлять сюда. Вот она, как правильно предложить, чтобы собираемость электроэнергии у вас, я имею в виду невозможность обмануть прибор учета, была гарантирована, плюс как сделать так, чтобы сами приборы были несколько более доступны, потому что у нас всегда бизнес-цель с годами была одна, она не менялась. Мы делаем надежные, но доступные приборы российского производства. Поэтому с коллегами с Министерства энергетики Абхазии я уже переговорил, и мы готовим, скажем, качественное, сильное предложение для обслуживания электроэнергии всей страны. Являемся на сегодняшний день одной из самых крупных гостиничных компаний в России. У нас уже идет определенная работа с вашей командой. Есть очень много идей, которые могут стать, возможно, даже межправительственными. Это отдельно можно там пообсуждать, чтобы сделать какую-то отдельную программу в части развития туризма. В свою очередь скажу, что у нас создана внутри нас Академия гостеприимства. Она тоже крупнейшая на сегодняшний день в России, которая занимается обучением кадров в России. Можно тоже в этом направлении подумать, может быть, с каким-то вашим колледжем, техникумом соединиться и этим позаниматься. Готовность к совместной работе выразили и представители бизнеса, связанного с производством проекционного оборудования, тепловых конвекторов и даже оборонной промышленностью. Наше оборудование, как правило, применяется в рамках обеспечения техники безопасности на дорогах общего пользования. И второе наше активное сейчас направление – это создание архитектурно-художественного освещения, а именно создание нового такого ночного облика городов, создание новых точек притяжений и тем самым привлечение нового потока под какие-то определенные точечные локации. По второму направлению это сделать дополнительно такой безопасные пешеходные переходы в городе. Это интеллектуальная система, создается она благодаря дополнительным датчикам включения
по датчику движения. То есть человек, когда подходит к пешеходному переходу, он автоматически загорается, и, например, там, на дистанциях 50 метрах от самого пешеходного перехода загорается знак для автомобилистов с тем, что там осторожно, например, впереди пешеход. Старейший завод, нам 35 лет в следующем году, в далеком 1990 был образован наш завод. Приборы предназначены в первую очередь как для жилья, так и для коммерческих помещений. Очень большая линейка конвекторов. Это может быть приборы для дошкольных учреждений, для школ с травмобезопасным кожухом. Это приборы в настенном, напольном исполнении. В нашем ассортименте также есть приборы, которые встраиваются в конструкцию пола. Вчера огромное спасибо. Мы посетили реконструируемое здание аэровокзала, территорию порта. И когда нас познакомили с представителями подрядных организаций, был определенный интерес. У нас очень большой опыт по комплектации аэровокзалов. Поэтому будем рады, если нам доставят такой шанс. Прежде всего, конечно, это оборона. Если про меня говорить, мы с удовольствием, вот надо, наверное, как-то больше будет пообщаться с Министерством обороны, потому что это, прежде всего, это защита, радиоэлектронная борьба, потому что примерно 80% в России это мы поставляем. И это, прежде всего, защита от беспилотников, это не ПВО, это немножко от 500 метров и ниже. Вот, и сейчас это очень важно для всех, в принципе, городов. У нас практически Петербург, в том числе и Ленинградская область, полностью нами охвачена, защищена, насколько это возможно. Вот, это акустические вещи в акваториях, то есть это закрытие порта, чтобы изнутри, защита от бэков. То есть то, что мы сейчас новороссийски реализовали, и защищаем наши корабли от беспилотных катеров. Далее это связь, это создание передающих радиоцентров, комплексы связные, которые перемещаются. Это тоже все можно, в принципе, в каком-то там объеме реализовать здесь. Далее, если это будет интересно, точечно, у нас есть несколько кафедр. То есть это морской университет, это университет связи Бонч-Бруевича, это Санкт-Петербургский государственный университет, экономический факультет. То есть если есть выпускники школ, кто-то хочет учиться в Петербурге, то можем заранее говорить и стараться сделать так, чтобы эти ребята поступали к нам, учились, мы их вели уже на своих кафедрах. Ну и высокотехнологические металлические изделия, потому что мы один из опорных заводов Росатома в холдинг входит, и на всех АЭС стоит наше оборудование по миру. Наверное, если будут какие-то программы по гидротехническим сооружениям, мы всегда готовы здесь помочь тоже. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков пригласил абхазских выпускников принять участие в ежегодном празднике «Алые паруса», традиционно проходящем в северной столице. Лучше 20-30 человек, как вы решите, вместе с Министерством образования Абхазии. Мы готовы принять в Петербурге, соответственно, они примут участие вместе с нашими выпускниками в празднике «Алые паруса». И я думаю, что им это запомнится на всю оставшуюся жизнь. Ну а кто-то, может быть, захочет свое дальнейшее образование связать с Петербургом, тоже готовы оказывать все необходимое содействие. Вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба отметил, что подобные встречи позволяют прийти к решениям, которые могут быть полезны обеим сторонам. А министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что всесторонне поддерживает развитие взаимовыгодных экономических связей между Абхазией и Санкт-Петербургом. Мэр столицы Беслан Эшба рассказал, что на данный момент готовится соглашение о сотрудничестве между Сухумом и Санкт-Петербургом. Мы уже начали взаимодействовать с администрацией Санкт-Петербурга. У нас на выходе подписания соглашения о сотрудничестве. Ждем согласительных процедур со стороны руководства Санкт-Петербурга. Мы давно ездим друг к другу в гости, находим точки соприкосновения. Мы там проводили встречи в торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга, с бизнес-сообществом. И считаем, что направление для нас тоже очень интересное. Особенно, сейчас я послушал, что касается дорожного освещения, осветительной возможности подсветки. С приветственным и благодарственным словом выступил и почетный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.